Друзья, вы вновь на канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю преподносить образы из якутского героического эпоса Олонхо «Нюргун Баотур Стремительный». В прошлый раз я говорил о богатыре Нюргуне. В чем тайна была этого богатыря? В том, что этот богатырь был рожден от крови божеств. То есть, понимаете, он был сам, по сути, божеством, а не просто человеком. Особый богатырь. Вот. А сегодня я вам преподнесу фрагменты о первопредках якутов. И чем интересен вот этот фрагмент? Тем, что здесь есть молитва к хозяйке вселенной Эй-Эхсид. Вот. И к богине любви Ай-Эхсид. Но это тоже, по сути, хозяйка вселенной. Также обращение к богине, которая живет в развилии древа Аар-Лоун, того мистического сакрального древа, образ которого был у всех древних народов. Вы можете найти его. Вот. Божества избрали двух, мужчину и женщину, для того, чтобы они стали первопредками якутов. Вот. Стали думать старейшины рода, кого избрать, поселить, кого высокой судьбой одарить в среднем мире земном, с восходящим солнцем, с густой травой, зеленеющей листвой, кто достоин корнем стать на земле рода людей Урянхай-Саха. Чтоб людей породить на земле из улуса солнца, из рода Ай-Эй, были избран Саха Саарин Тайон, а подругой ему дана Сабый-А Баай Хатун. Вот. Два первопредка народа Саха. Вот здесь вот что интересно, смотрите, из улуса солнца. Улус, селение, да, из селения солнца, из рода Ай. То есть у якутов, у древних и настоящих якутов считается, что они дети солнца. И первопредки и предки живут в солнечном селении. Боги их поселили там, где ниже высоких гор, на восток опускается край пешеходно-слоистых небес, где, как одежды, ровдужный край полосами пестрыми окаймлен, до земли спускается небосклон. Там, где влажно-росистый угол земли загибается вверх, как концы свелевато-широких лыж. То есть место-то выбрано было особое для первопредков, потому что край небес опускался до земли. Вот здесь описывается мир, в котором не было холода, морозов. Вот это, видимо, мир, первозданный мир древней Гипербореи. Известно, что Гиперборея занимала все северное полушарие, часть южного, и климат Гипербореи был достаточно теплый. То есть росли многочисленные фрукты, большинство из которых сейчас утеряны, о них даже никто не знает. Поэтому начинается Олонхо как раз с повествования об этой земле. Это священная земля первопредков не только якутского народа, но и многих других народов, славян в том числе, если брать Гиперборею. Но здесь конкретная земля Олонхо, земля народа Саха. Поэтому и эпос называется Олонхо. Особенность того мира была в том, что и небеса, и подземный мир были близки, и можно было, так сказать, и тот мир ощутить, и другой. И, видите, существа из того и другого мира могли проникать в мир земной. То есть не было этой границы между мирами. Она, как известно, в сознании человека эта граница. Светозар на той стороне, осьмикрайняя, на 8 ободах, белая равнина блестит. Там не увядающая никогда, не знающая изморози ледяной, зелень буйная,
шелестит. Там высоко солнце горит светло. Высокое солнце горит светло, никогда не падает снег, никогда не бывает зимы. Лето благодатное там, вечное изливается тепло. Ну, это как раз вот о земле, которая была до катастрофы, повернувшей ось, когда прошло оледенение. Это очень древние времена. Короче, времена Гипербореи. Оперением ярким блестят, урухтаны порхают там. Молодые утки с озер табунами взлетают там. Голуби не умолкают там, неиссякаемая благодать. Изобилием вздымается там. Вечный пир кумысный кипит, бурлит. 9 длинных веревок волосяных между коновязей натянуты там. И поставлен кругами зеленый чечир. Вокруг цветущих полян, словно густо ветвистый лес, как глубокое озеро выстроен там заповедный кумысный чан. Ну вот эпос использует некоторые, скажем так, литературное преувеличение для того, чтобы выразить все, так сказать, особенность той земли, богатство той земли, торжество жизни на той земли. Там в низинах творожная топь, до вертлюгов неукрощенных коням, из молочной гущи солончаки, до колен ездовым коням. Синим маревом курица даль, жаворонками звенит, красуется светом напоена. Привольная эта страна. Посреди земли становье жилье, где броды по дну широких рек, как натянутые тетива, где на пастбищах волнами ходит трава. Средоточие той страны на печени золотой, осьмикрайней на 8 ободах, гладко, широко, ясно высокой, средней земли матерой, на медном возвышенном месте ее, на серебряной середине ее, над которую никогда не веяла никакая беда, на блистающем пупе земли, где ласков полуденный зной, на высокой хребтине ее, на вздымающейся груди земляной, на вздувающемся загривке ее, на широком затылке ее, сивую исполинов творцов сотворено, построен был 30-стенный дом из цельного серебра, полный всяческого добра, сверкая кровлей золотой. На 90 сажен в длину раскинулся этот дом на расстоянии дневного пути, видимый отовсюду кругом, чтобы вольно вливался в него поток 90 лучами дарящего свет белого солнца дня, 90 окон больших, прорублено в доме том, равного которому нет. Ну, опять же, видите, описание вот дома, в котором будут жить первопредки, оно тоже такое гиперболическое, преувеличенное, но это как раз желание передать особенность вот этого дома, его атмосферу, его величие, поскольку это первопредки. Первопредки – это священно. Кто забывает своих первопредков, тому горе, а не жизнь на земле. Избранная волей богов, предназначенная стать на земле, корнем племен Урянхай-Саха, прекрасная молодая чета, чарами матери Ай-Исид. Вот Ай-Исид, ну и Ей-Исид – это вот богиня любви или хозяйка вселенной, богиня любви, заботящаяся о рождении людей. Чадородие жажды полна, страстью созидания, одухотворена. Вошла в уготованный ей просторный нарядный дом. Распахнули дверь в высокий покой, мехом белым покрытое ложе там. Соболих мехов одеяло на нем, соболя подушка на нем. Ну вот первопредки зачинают первых своих детей, сына и дочь. Об этом дальше вот будет повествование. Значит, пламя богини Аи-Исид их нестерпимо палит, шумно, с посветом задыхаясь,
Пока не иссякла в них сила мощь, ласкали друг друга они. У бедные женщины молодые, встрепенувшиеся от любовных утех, святилище утробы ее, где, как зависть, плода в цветке. Возникая, растет человек, мальчик и девочка, близнецы, две жизни и две души. Величиной с головку ковша, словно влитые на сокровенном дне, глухой утробы ее, забились, стали расти. Вот Сабыя Баай Хатун, породительница племен, забрюхатив, стала степенно ходить, неторопливо стала ходить. Вот. Ну, это вот рождение этих детей, оно вынашивание, оно чудотворное здесь описанное. Есть предания, в которых говорится о том, что вот современный срок вынашивания детей, он сильно увеличенный, что в древние времена это могло происходить гораздо раньше. Да и рождались дети немножко иначе, чем сейчас. Вот. Горделиво стала ходить, быстро время ее росло, быстро время ее пошло. За первые сутки первый месяц, за вторые сутки второй месяц, за третьи сутки третий месяц, за четвертые сутки четвертый месяц, на пятые сутки, как на пятый месяц, округлился ее живот, на шестые сутки она двигалась тяжело, на седьмые сутки поблекла лицом, на восьмые сутки она стала недомогать, на девятые сутки с трудом стала бремя свое подымать. На десятые сутки ей сделалось невмоготу тяжело, поясницу будто огнем обожгло. Принялась она охать, стонать. Первые схватки у нее начались, предродовые потуги пошли. Содрогалась она, металась она. Наступило время на помощь звать Ай-Исыт, великую мать. И сейчас вот дальше идет повествование о той молитве, которую она преподносила Великой Матери, хозяйке Вселенной, как она к нему и обращалась. Это очень интересные такие образы. Во-первых, образы богинь, к которым она обращается, они очень светлые, они абсолютно не религиозные, они архетипические. Те самые, которые укалывают сердце и которые очень притягательны для человеческого сердца. Вот. То есть, видите, вот здесь описано как бы такое чудотворное взращивание детей в ее материнском лоне. Это как раз вот не просто гипербола. Это намек на то, что рождение было, вынашивание и рождение было немножко иное. Какое сложно сейчас сказать об этом, но оно отличалось. Как отличалась, собственно, и земля того времени, как отличался человек того времени, как отличался окружающий мир того времени. Это был совершенно иной мир. Это священная земля, это земля первопредков. Обращение к ней давало вот, силу предков, силу этой земли, давало, можно сказать, счастье в жизни, давало вот эту вот связь времен, связь с божествами, духами и предками. Это очень важная связь. Для того, чтобы продолжалась жизнь, для того, чтобы не просто продолжалась жизнь, а чтобы люди, населявшие современную Землю, были счастливы. Поэтому те народы, которые любят свой эпос и продолжают постигать его тайны и принимают образы эпические, они живут счастливо. Вот. И начинается обращение к богине, к хозяйке Вселенной. Ай-Исыт или Ай-Исыт, Великой Матери.
Ай-ай-бын. Ый-ый-бын. Это звукоподражание, плачу. Выпаси. Облегчите боль хотя бы на час один. Нестерпимо ужасна боль моя. Не выживу я, не выдержу я. Черноусый мой муж, то и он. Муженек, дружок. Здесь, в просторном доме своем, со священным пылающим очагом, родив потомство тебе, надеялась, думала я на благодатной этой земле, на изобильных угодьях ее, счастливой хозяйкой быть. Без числа на широких лугах откармливать тучных коров, огораживать загоны для них, думала я, надеялась я, долгую жизнь прожить. Довольство, счастье вкусить. Да напрасно, видно, надеялась я. Погасло белое солнце мое. Серебряный оторвался кружок с высокой шапки моей. Образ того, как ей непросто в этом ее состоянии. Ты останешься, я уйду. О, какая боль внизу живота. О, нестерпимая боль в потных моих пахах, в нижних ребрах моих. Чем я эту боль отведу? Все же предуказано нам, божественной силой приказано нам обосноваться навек в восьмиободном мире земном. Нам исчезнуть не суждено, нам высоким с немеркнущей судьбой еще будет счастье дано. То есть она вспоминает то благословение божеств, первопредков, которые благословили их сойти на землю и родить род людей Саха. Выйди из дома поскорей, дорогой мой супруг Тайон, прямиком иди на восток. Там среди равнины стоят 3 молочных белых холма. На одном из них березка растет с трепещущей листвой, с развилкой двойной. Вырви с корнем березку и мне принеси. Нагадала я, увидала во сне, приметы есть у меня. Придет к нам счастье, придет. То есть вот некий такой обычай, да, почему она просит принести березку? Некий обычай, который позволит ей родить этих детей, которые находятся в ее лоне. Как принесешь березку сюда, сучья, ветки у ней обруби, вытеши двухразвилистый кол и выставь передо мной. В землю вбей двухразвилистый кол, сделай зыбку просторную желобком, на развиле зыбку повесь. Зыбка, то есть люлька, в которой укладывали новорожденных детей. Проворно Саха, Саарин Тайон, вот муж этой женщины, исполнил просьбу жены, вырвал с корнем березку, домой принес. Споро за работу взялся, опору для зыбки вытесал он, надежно в землю забил, стал потом колыбель мастерить, корпеть, мудрить, тесать, долбить. Прародительница племен только боль отпустила ее, воссела, раскрыла постель из полосатых шкур и 8 чоронов больших, то есть 8 сосудов для священного кумыса. Она украшенных узорной резьбой, из которых пьют кумыс на пирах. Желтого масла она налила и с поклоном поставила их у изголовья 8 уронов. То есть урон — это ложа, высокая лавка, которая ставилась около стены. Урона вдоль стен жилья, чтобы защитница Ай-Сит, радуясь, что ожидает ее, что радушно встречает ее, благожелательности полна, мольбам горячим вняла, на землю не зашла. То есть прежде чем обратиться к богине Ай-Сит, богине любви, или Е-Сит, хозяйке вселенной, она готовится, приготовляет все для того, чтобы показать и выразить свою любовь, и чтобы богиня была рада этому и благословила ее от щедрости своего сердца. Потом прародительница племен Сабы-Абай-Хатун вынесла из кладовой свою волочащуюся на земле долгополую рысью даху с оторочкой дорогой, в которой пуд серебра.
Нашийные украшения свои, драгоценные ожерелья свои, подвески, пластинки и филигрань бережно разложила она, чтобы на солнце сверкали они, чтобы радужно заиграли они, чтобы улыбались они. Поклонившись трижды потом на ходу, поставила перед собой высокую шапку из меха бобра, где ость горит холодным огнем. На высокой шапке солнцем блестит бляха чеканного серебра. Радугой переливаясь, на ней красуется шитый красный узор. Еще девушкой в этой шапке она, надев ее слегка набекрень, ходила легка, стройна, красивую голову свою, горделиво откинув назад, предназначенная в будущем стать прародительницей племен. Стройными 10 пальцами белых рук, будто 10 горностаев они, свисают головками вниз, серебристыми ладонями рук, поглаживая себя по щекам, поглядывая большими глазами на черные косы свои, 8 маховых саженей, распуская пышные их концы, ровными зубами блестя, выговаривать слова начала, тихо про себя напевать. То есть она молится к богине, напевая свою молитву. Дебо, Дебо, дух обступающего меня, доброго жилья моего, под столбом опорным его, вольно возросший, Дидебахсыланы, во имя мое, на счастье мое, плечом толкни, широко распахни плотную, захлопнутую дверь, тяжелую дверь свою. Осьмиободной, осьмиокружной, гладко широкой, щедро высокой, матери изначальной земли, хозяйка с начала времен, с посохом золотым, изливающая желтую благодать, Аан Аллахчин, Манган Манхалаин. То есть это вот богиня, которая живет в развилии священного древа Аарлун, древо, которое соединяет 3 мира – верхний, средний и нижний мир. И эта богиня, она вот поит своим молоком и изливает желтую благодать. То есть особая благодать, которая дается, например, богатырям или богатыркам в начале подвигов своих. Если они этой благодати не выпьют, молока ее, то они не смогут свои подвиги совершить. Заступница дорогая моя, бабушка седая моя, поспеши, приди, меня защити. Прясло тяжелое разбери, тугой заплот отвори. Если мне суждено человеком стать, женщиной уренхайской быть, в радости жить, счастье узнать, то открой предо мной крутой перевал, где жертвую за меня чернеет хвост вороного коня, виднеется грива коня. Обитающая в блаженной стране, где блистает невечереющий день, где яркое солнце весны, как широкого меча полоса, где белое солнце зимы, как секира Сабылан, взлетает, восходя, где тихое лето всегда, где тучная зелень всегда, где растет густой пырей и острец, где не в блекнущей высокой траве потеряется трехлеток телец, где злак луговой высотой до бедра, 4летка коня, где лужи из крепкого кумыса, из перебродившего кумыса, вскипают, плещут, шипя, через холку осеннего жеребка, бурого стригунка, обитающая в высокой стране, мать Иэй-Эхсид, призываемая женщинами молодыми, прославляемыми пожилыми, защитница Ай-Сид, помоги. Настала пора расстаться мне с костью моей, настала пора дитя на свет породить. Ты до рассвета дня, скотный мой, ворок огляди, ты до восхода солнца дня, конный мой загон огляди. 2летнюю обернись кобылицей небесных полей, кобылицей сивенькой обернись, с округлыми мышцами на груди, играющими на бегу,
с крепкими бедрами налитыми, со стрелками на плечах крутых, с яблоками на широких боках, с полоской узорчатой на спине, с отметиной божества, на крепких ребрах твоих, с крапинами на крыльях ноздрей, с белой звездой на лбу. Кобылица резвая, обернись, и ко мне сойти прибеги с высокого перевала небес. Явись, покажись наяву, в виде своем войди в мой дом, погляди на мою раздольную жизнь, на обильную благодать, дарующий добро, дланью меня погладь. Жизнь принеси, защити, спаси, склонись надо мной, ракочи, заклинай, благословляй, силу мне дай. На мягкие колени свои, на шерстистые колени свои положи меня, укачай, счастья наворожи. Вот смотрите, какое обращение, по сути, как к бабушке, да, к матери, бабушке. То есть очень близкое такое, никакой дистанции между людьми и богиней. Она к ней обращаются, и образ ее в сердце очень такой близкий, добрый такой, отзывающийся, откликающийся. На мягкие, сына горячего нравом, грозного богатыря, дай мне родить. Дочку красавицу, дай мне родить. В тяжкую пору мою, ласково со мной человеческой речью заговори. На ложе моем травяном, в ногах моих посиди, угощением не побрезгуй моим, благосклонно отведай его. О, как нестерпимо опять схватывает жестокая боль, как затрепетала во мне крепкая черная печень моя, как сильно забилось в груди многожильное сердце мое. Так пела, взывала она к благодатной Ай-Исыт. Так прочитала, стонала она, призывая Эй-Эхсит. Теплый воздух повеял с небес. Вот сейчас начинается явление этой богини, хозяйки Вселенной, предку, женщине племени Саха. Теплый воздух повеял с небес, закружились клубящиеся облака, опустилась до самой земли. И вот, почитаемая везде, небесная, жизнедарящая мать, и Эйксит, Ай-Исыт, белая как молоко, кобылицей оборотясь, с облака сошла, прискакала к урочищу первых людей, прянула на дыбы, глянула в их золотое жилье, в их серебряное гнездо. То есть, смотрите, она просила, чтобы хозяйка Вселенной обратилась кобылицей и прискакала к ней. И что происходит? Веет теплый ветер, кружатся облака, и богиня сходит в виде кобылицы. Она оборачивается кобылицей и приходит. Собственно говоря, что стоит божествам прийти в том образе, в котором человек ожидает ее увидеть. Вот, видите, откликается она. И по явным лугам она понеслась, послань кругом она понеслась. Трижды стойбище обежала кругом, трижды фыркнула потом. Пал на землю стодневный палящий зной, и как трижды звонко проржала она, выпала на 3 года окрест, молочно-белая влага с небес. Но вот то, что она бегает вокруг стойбища, фыркает, она, по сути, благословляет. И влага, которая выпала, и парящий зной стодневный, это от того, что, представьте, сама богиня спустилась на землю, богиня любви, в сердце которой пожар любви. Тишельге – это обширное поле для праздника, на котором народ Саха совершал свои праздники. Где хозяин готовил пир, где молочный омут кипел, кобылица небесная
став на дыбы, по-журавлиному став на задних копытцах своих, полморды сунула в полный турсук, в бурлящий кумысный мех. И большими глотками пить начала, булькая и журча. Потом, глубоко вздохнув, подбежала к просторному дому их. Голову просунув свою в распахнутое окно, трижды фыркнула, и широкий чан, поставленный посреди жилья, кумысной влагой, сам собой наполнился до краев. А протянутую веревку селе, которой привязывают жеребят, как будто споткнулась она, и вдруг обернулась она прекрасной женщиной-госпожой, статной, нарядной хатун. В дом горделиво вошла. Душу мальчика в виде пернатой стрелы, скрывая в правой руке. Душу девочки в виде ножниц двойных, скрывая в левой руке. Поступью неслышная вошла. По воздуху проплыла. В серебряное людское гнездо, в просторное золотое гнездо. Ну, то есть в дом. Вошла в дом. Вея миром, дыша добром, к изголовью женщины молодой приблизилась она, благословение произнесла, ворковать, колдовать начала. Помощь ай-ы-ы призывала она, все громче пела, вещала она. То есть помощь божественного призывала. С благословением раскрыв оборчатые полы одежд, на бедрах Сабия Баан Ай-Хатун, породительница племен, миротворная Ай-Исыд, проворно стянула с нее наколенники из рысьих мехов, из отборных рысьих мехов, раздвинула колени у ней благотворной дланью своей, стала оглаживать ей живот и, кивая Влад головой, уленхайской речью людской, заклинание петь начала. Слово «тайное» произнесла. То есть, по сути, она благословляет рождение детей, ну и принимает роды, получается. Вот, благословение Айсид. Уруй Айхау, Уруй Мичил. То есть, это такая здравица, да здравствует здесь благословение, пожелание благополучия вот этой семье, этой первородительницы. Ну, так и быть, тебе не тужить, счастье сулит вокруг, сочный зеленый лук. Эй, это я, и эй, Эксид, защитница твоя, крепких детей тебе подарю, крепкую радость тебе принесу. Нарын наскыл, кювигел нусхал. Что же, так и быть, в счастье вам жить. Это я сама, Ай-Исыд, услыхала тебя, пришла, удачу тебе принесла. Погляди вокруг, зелен сочный лук. Видите, как интересно, она молится к богине, к хозяйке вселенной молится, и хозяйка вселенной приходит к ней, чтобы ее благословить. И она не просто благословляет, она приносит души этих детей, благословляет счастливые роды. Вам, дюжим детям моим, нарождающимся на свет, счастье сулю, удачу дарю. Уруй Айхал, говорю. Чтобы тебе на будущие времена сильное потомство родить, бесчисленно расплодить, чтобы на 9 веков ты могла крепкую коновесь установить, чтобы 10 грядущих веков сыновья твоих сыновей вспоминали тебя, прославляли тебя. Я утробу раскрою твою, я колени твои снежно-белые распахну, плоду твоему стезю укажу. Ух, дитя мое, долгая жизнь тебе, ух, дитя мое, уруй Айхал. Видите, как здорово. Божества откликаются. Они не просто существуют, они откликаются, они приходят. Конечно, в нашей жизни сейчас это очень сложно, и сознание людей не то. Да и не может богиня прийти в зримом образе. Это просто вызовет глубочайший шок
у современного человека. Поэтому в нашем веке божества, богини, боги могут приходить таинственно, если приходить. Ну и откликаться таинственно, помогать. А то время было чудесно тем, что, видите, божества могли сходить. В своих небесных телах они сходили на землю и участвовали в жизни людей, когда это было необходимо. То есть божества собрались на совет, решили, кто будет первопредком, скажем, народа Саха, или там славян, гипербореев, или еще кого-то, допустим, древних тюрков, например, и прочее, прочее. Вот, и благословляют конкретных, можно сказать, небожителей сойти на землю, образовать семью и рождать детей. Конечно, эпос вот здесь не описывает, допустим, такие понятия, как непорочное зачатие, непорочное рождение. Ну, надо понимать, что это уже не просто для сознания современного человека, да и эпос наверняка все-таки в какой-то степени он переписывался так, что был понятен современному человеку. Кто сейчас верит в непорочное зачатие, непорочное рождение? Но когда вот я читаю этот эпос, у меня возникает ощущение его цельности, его вот правдивости, эти образы, они отзываются во внутреннем. То есть вот гораздо больше сохранилось, допустим, чем в славянском героическом эпосе, богатырском эпосе. Там вы не найдете уже божеств, там другое повествование. А здесь вот очень интересно. 3 разных мира, эта структура, я уже говорил, она у многих народов есть. Вот у славян-гипербореев тоже была трехчастная структура мира. То есть верхний мир, средний, нижний. Назывались они, конечно, по-своему. Я изучал эпосы разных народов. И если брать, допустим, северные сибирские народы, ну, все так на самом деле похоже, только в разных словах описано. И это как раз и у славян тоже похожие вещи есть. Так я продолжу. Вот. Только молвила эти слова добрая Ай Сыт, бедняжка Сабыя Баай Хатун вскрикнула, словно степной кулик. Напряглась из последних сил, и вдруг из утробы ее, из трехслойной матки ее, выскользнуло дитя. Да нельзя красивый сын, с 8-летнего величиной, с 10-летнего величиной, выкормыша богатырской семьи, с упрямой большой головой, в кудрявых серебряных волосах, падающих на лопатки его. То есть, видите, тоже как бы рождение сына описано как, ну, особенное. Вот эти вот литературная гипербола, да, есть такое понятие. Здесь используется для того, чтобы подчеркнуть особенность. И видите, вот везде называется мир земной, называется восьмигранным. Этот образ тоже встречается во многих эпосах. Этот образ общий для многих народов. Вот. Выскользнул сердитый, крикнул из материнских недр, порывисто биться стал, руками, ногами сучить, кричать, реветь, голосить. Как большая рыба зимой, вытащенная из полыньи, прыгает, бьется об лед плесом и головой. Так новорожденное диво дитя, неуемно кувыркаясь и вертясь, грохнулось об пол жилья. Каменные восьмислойные балки, вздымающиеся высоко, громадного дома их содрогнулись, треснули по углам. 80 опорных столбов пошатнулись и сотряслись. Толстый серебряный потолок подпрыгнул на 3 вершка. Пол на диво сплоченный, в 7 слоев, с гулом осел на 8 вершков.
А ребенок проворно на ноги встал, прямиком к дверям побежал. То есть, видите, опять же, вот указывается на особенное рождение особенного дитя. Тут Саха Саарин Тайон, сотворивший сына такого отец, смирно сидевший в углу, в смятении с места вскочил, будто поднятый из берлоги своей свирепый лесной медведь, на дитя навалился он. Видите, какие интересные сравнения, да? Кричала, как кулик, или вот будто поднятый из берлоги своей свирепый лесной медведь, на дитя навалился он. То есть такие очень красивые сравнения, интересные образы. Приятно читать эпос, и эпос, он открывает образы интересные. Проворно на руку намотав волосы вьющиеся его, будто бьющегося жеребенка, легающегося жеребенка, за гриву крепко схватив, сына к себе протянул, в цельную шкуру коня, отбивающегося завернул, длинным арканом волосяным, крепко его скрутил. Так и надо. Неужто я не могу схватить его, удержать? Да неужто дам убежать бедному дитятку моему? Так Саха Саарин Тайон в возбуждении радостном говорил, глазами вокруг себя, поводя, как пугливый конь, удивляясь, что стал отцом, радуясь детищу своему, поглядел потом на жену и увидел дива еще. Девочка невиданной красоты, с неуемным нравом крутым, подпрыгивая на спине, лежит у жены в ногах, пронзительно крича, дескать, я появилась на свет. Жить хочу, расти, цвести. Прародительница племен, Сабыя Баай Хатун, полуобмороки посинев, от мук остолбенев, дух облегченно перевела. Просветлела у ней в глазах, в цепкие ладони свои, в крепкие ладони свои. Девочку она приняла, схватила, приподняла. Счастье дарящее и Эйхсид, миротворящее Айхсид, величаво голову подымая, радостными очами блистая, к ложе матери подошла. Смотрите, какой чудеснейший образ богини. Богини любви, хозяйки вселенной. Счастье дарящее и Эйхсид, миротворящее Айхсид, величаво голову подымая, радостными очами блистая, к ложе матери подошла. Вот. Стройными 10 пальцами белых рук со лба Сабыя Баай Хатун оттерла, смахнула пот, выступивший у корней волос, и благословение свое на прощание произнесла. И вот дальше эпос преподносит это благословение. Вот интересно очень тоже, что оно благословит. Но так и быть, яркая зелень вокруг. На 9 веков да будет тебе радость и торжество. Уруй, мечил. На 8 веков текущей рекой счастливый удел да будет тебе. Айхау мечил. Не скудеющая на 7 веков слава да будет тебе. Ну так и быть, жить не тужить. Счастье я обещаю вам, добро нагадаю вам. Будьте крепким корнем большой семьи. Заселите потомством своим весь простор срединной земли. Пусть во веки веков ваш огонь горит, пусть незыблемое у вас вечное довольство царит. Пусть могучий Одун Хаан вам судьбы невалкие определит. Адун Хаан – это одно из божеств судьбы. Помните, я говорил в прошлый раз об этом. Если ветер холодный на вас дохнет с верхней северной стороны,
Богатыри заступятся за вас. Если с нижней погибельной стороны леденящий ветер дохнет, светлые исполины вас оградят, защитят. Вашему сыну-богатырю я такое имя дарю, владеющий серо-стальным конем. Кюндирибейне Бухатыр. То есть, видите, она, сама богиня, хозяйка вселенной, нарекает имя сыну, а потом дочери наречет имя. И вот имя сына переводится как «солнечный блик». Имя вашей дочери я дарю с блистающим ясным лицом. Прекрасная Туй-А-Рыма Куо. Это жаворонок. Пусть отныне зовется она. Пусть не встретит ваша нога никаких задержек в пути. Пусть не встретит ваша рука никаких помех впереди. Словно яйца в гнезде золотом, покойтесь в доме своем. Прощайте, дети мои, да не забывайте меня. А потом небесная Ай-Сид стремительно подошла к громоздкой двери жилья. Тяжелую грузную дверь, которую 77 человек, налегая плечами 7 суток подряд, не смогли бы и приоткрыть, настежь распахнула она, откинула, как лепесток. Через громадный толстый порог, схожий с четырехтравным быком, развалившимся на боку, перешагнув легко, вновь обернулась она, кобылицею молодой, масти белой, как молоко, и мгновение постояв, порывисто фыркая, горячась, поскакала и прянула на бегу, на белое облако не вдали. Вот, видите, как приходили божества, да? Сходило облако, а на облаке божества сходили на землю. Облако там где-то в сторонке стояло, а они совершали свое благословение, свое служение. А и обратно также на облако и в мир божеств. Очень интересные вещи. Поскакала и впрянула на бегу на белое облако не вдали, распластавшееся по земле, и на облаке этом, похожем на шкуру чалого стригунка, с сизой дымкою на груди, с белой дымкою на животе, верхний мир величала, взмыла она. Вот. Далее, по велению светлых божеств, отец и мать рожденных детей омывают их прямо в реке от всякой нечистоты. Вот. И далее. Первородительница кормит своих детей. Вот чем она кормит, интересно. Прекрасная, лучистым лицом Сабия Баай Хатун, две обильно щедрые груди свои, набрякшие от переполнившего их сладкого сока и эйэксид. То есть, представляете, да, родительница кормит своих детей тем составом, который принесла ей эйэксид. То есть у нее не просто молоко в ее груди, а сладкий сок и эйэксид, то есть субстанция из небесного мира, небесное молоко, можно сказать. Вынув из прорехи одежд, вывалив бережно их, правую грудь золотым соском сыну разгневанному своему вложила в кричащий рот, а левую, туго ее обхватив, впихнула плачущей дочери в рот. Голодные бедные малыши сразу начали жадно сосать, пока не насытились наконец. Вдосталь не напились, мальчик дюжий, сердитый, так жадно сосал, что у матери бедной его отхлынула кровь слонит, похолодела спина, почернела кожица у ногтей. Сына опрометью оттолкнув, в сторону отца отпихнув,
Сабыя Баай Хатун, крутонравную дочку свою, вспыльчивую дочку свою, чтобы к небу в ветреный день голову не вскидывала она, чтобы солнцу дня не была видна, чтобы ей от солнца не почернеть, чтобы ей от зноя не захереть, укутала дочку в куньи меха, укрыла в рыси меха, чтобы ни пыль, ни грязь не приставали к ней, завернула в соболи меха. Тоже вот интересный образ, да, вот он же часто встречается в мифологии, вот, допустим, в греческих мифах, да, когда Гера дала Гераклу свою грудь, то этот младенец так сосал молоко, что Гера чуть дух не спустила. А здесь, видите, прародительница то же самое. Сын ее так сильно сосет грудь, что она даже бледнеет. И кровь отхлынывает от ее щек. А Саха Саарын Тайон, ставший корнем племени Уренхай Саха, сердитого первенца своего, силой удерживая в руках, раскидывая умом. Мол, скоро он подрастет, озорничать, забавляться начнет, наскакивать, пожалуй, пойдет, с копьем на верхний мир. Волчью шкуру его завернул, в матерую волчуру, с черными полосками на седине, широких передних лап. Думал Саха Саарын Тайон, мол, скоро сын подрастет, топор боевой возьмет, взбудоражит подземный мир. В шкуру медведицы он сына запеленал, крепко перевязал и глубоко усыпил. После этого 3 суток спустя, когда на краю небес, поблескивая, как широкий меч, белое солнце взошло, прародительница племени Сабыя Баай Хатун, убирая ложе свое, травяную подстилку сгребла, на которой лежала она, когда рожала детей. Вот, а здесь еще описан один обычай важный. Я скажу о нем чуть ниже. Вот. Если выбросить на землю ее, то есть вот эту травяную постилку, на которой она рожала детей, на росу туман, на скотный двор, выродятся потомки мои, вырастут злыми дети мои. И когда неприметно старость придет, и когда, ослабев, упаду ничком, не придет мой сын, не поднимет меня, не поддержит голову мне. Старость глубокая подойдет, устану, навзничь паду. Не придет ко мне дочь моя, не приподнимет голову мне, поддерживая затылок рукой. Не поможет мне, не вспомнит меня. То есть вот, сами понимаете, особая обстановка во время рождения детей. Все, что там происходило, это же такое сакральное такое таинство и действо. Вот, и очень важно правильно завершить его. И вот далее, смотрите, величавой походкой своей, выгнув спину, выпятив грудь, от жилья далеко отойдя, взобравшись на северный горный склон, травяную постилку свою положила она на развилии кривом, березой раскидисто вековой, а послед, в котором сын и дочь, угнездившись в утробе ее росли, извергнутые после них, она от всякого глаза таясь в глиняный скрыла горшок, перетянутый трильником, и от жилья далеко закопала в землю его. Вот в чем смысл, сакральный смысл этого обычая? Почему она послед закопала в землю свою? У славян тоже был такой обычай, кстати. И просто со временем все это позабылось, перестали так делать. Сейчас куда послед идет, представьте себе. То есть важно было закопать послед. Почему? Потому что земля должна принять родившегося ребенка. Ну, принять не в смысле, как она принимает усопшего, а принять как бы некое такое благословение было земли, что ли. Земля, вот это было физическое и сакральное действо. Это было такое таинство особенное. Оно сразу, по сути дела, родившегося ребенка
Ну, посвящала, что ли, вот земной мир, в земную сферу. Она его делала сородным земному миру, земной сфере. То есть такое особенное было таинство. Это было очень важно для ребенка. Ребенок себя чувствовал как вот в своем родном доме. Вот. А представьте себе сейчас, да, если послед, куда он идет? Из него там разные вещества добывают, так сказать. И поэтому дети, которые рождаются, они не могут себя почувствовать землю своим домом, они не могут гармонично вписаться в земной мир, они не могут ощутить, что ли, полноты своей. Они как бы, знаете, чего-то вот им не хватает. Как вольная кобылица двухлеток, вскормленная на тучных лугах, легко ступая, пустилась она к озеру светлых вод, к незамерзающему никогда. Сбросив одежды свои, бросилась в воду она. Хлюпаясь, нырять принялась, словно дикая утка-нырок, водою синих пучин. Все нечистое смыло с себя. Разгоряченное тело в поту начисто отмыла она. Выбежав из воды на узкий высокий мыс, на северном берегу, стройное крепкое тело свое подставила теплому ветерку, солнечным благодатным лучам, и, обсохнув, накинула на себя, на золотистые плечи свои, легкую доху из черно-полосатых лап, отборных лисьих мехов, надев слегка на бекрень высокую с пером шапку из 3 соболей. Довольная вернулась она на привольный широкий двор, в просторный, богато украшенный дом, к священному очагу. Вот в этом отрывке, видите, люди, которые жили в природе, хотя они имели дом, но этот дом-то стоял на земле, они были вот в дивном таком общении с природным миром, с водой, с землей, с травами, с другими стихиями, разными животными, птицами и прочее. Наслаждались жизнью, настоящей жизнью. Земля не была, не считалась земля чем-то таким ужасным и проклятым, как, скажем, да, преподносят некоторые религиозные школы. То есть человек приходил по воле божеств, человек сходил на землю, жил на земле в присутствии божеств. Это представить это очень непросто. Если у вас нет такого опыта, вряд ли вы сможете представить, как это жить в присутствии божеств. Чтобы божества участвовали в вашей жизни, сходили по вашей просьбе. Это скорее как сказка для современного человека. А этот их мир был вот таким. И эпос — это же не выдумка. И как бы литературная гипербола здесь используется, но она не настолько как бы доминирует в эпосе. Здесь описание другой земли, другой реальности, той земли, которую сейчас мы не знаем. Да и люди были совершенно другие. Вот. Если на 3-й день благодарностью не воздам, радостью не помяну, праздником не провожу, явившуюся на помощь мне, великую Эй-Эксид, давшую благословение мне, почитаемую Ай-Сид, обидится, огорчится она, разгневается она. И в далекие будущие времена в доме моем, потомкам моим, скудно придется жить. Вот что она задумала? Она задумала возблагодарить хозяйку Вселенной за то, что она услышала, откликнулась, пришла, благословила.
и этим помогла родам. Так подумав, Сабыя Баай Хатун кликнула клич, созвала гостей из дальних и ближних селений Айи, где солнечные живут племена, где прежде жила она. 12 прославленных красотой, стройных белолицых девиц, горделиво ступающих по земле, как стерхи, белые журавли, откидываясь немного назад, отозвались, явились на пир. Хозяйка, ведя гостей в почетную урасу, разожгла священный огонь, и все постепенно, усевшись в круг на толстых белых кошмах. Эти белые кошма – это тоже особый момент для особых моментов, для сакральных священных моментов. За кумысной чашей круговой, поставив перед собой всякую изобильную снеть и желтого масла большую бадью, чтоб умилилась ей Ихсид. Словословие произнеся, шумно, радостно веселясь, справили праздник они, проводили Ай и Исид. То есть, видите, по сути-то она кого зовет? Она зовет небожителей на свой пир. Потому что это ее и ее мужа благословили сойти на землю, чтобы родить род Саха. Вот вы представьте себе, да, происхождение рода Саха. Ну, божественное происхождение. Так же, как происхождение славян. Оно божественное происхождение. Ну и там еще народы можно перечислить. Вот так, пристанище обретя, в срединном мире земном размножился этот род. 35 проворно резвых племен широко расселились по той земле. Люди зоркие, с лицом впереди, чей нос продолговат. Так возник народ Уранхай Саха. Видите, Олонхо запечатлело происхождение народа Саха. Где вот где найти вот в эпосе славянском богатырском о происхождении славянского народа? Очень сложно это найти. Все уничтожалось, вымарывалось, переписывалось, изымалось. Я вот славянской темой занимаюсь где-то с 1978 года. Меня интересовало вот, все, что касается славян, гипербореев. Ну, тогда еще не знал слова гипербореи, тогда еще не говорилось о гиперборее. Вот, и пытался найти, собирать все, что связано со славянами. Очень сложно. Это скорее, знаете, сейчас это все можно найти в других дворах, в культуре других народов, те славянские зернышки, потому что гипербореи, славяне гипербореи, они учили многие народы премудростям разным. И духовность передавалась. Да и вообще была общая духовность, скажем так. Была общая духовность гипербореи, общая для многих народов, не только для славян. И остатки этой духовности, остатки этого мировоззрения, миропонимания, вот, например, можно найти в якутском эпосе. Понятно, что он специфичен, потому что он все-таки для якутского народа. Но если посмотреть на это не с национальной точки зрения, а с точки зрения древней гипербореи, как праматери всех цивилизаций, тогда можно найти очень много интересного. Мне ближе вот такой подход. То есть это как бы наднациональный, надконфессиональный, там, хоть как назовите его. Мне ближе подход именно вот этот емкий гиперборейский подход. Как вам понравились образы богини? И вообще то, что вот я сегодня преподносил. Пишите в комментариях, интересно вам или нет.
Это очень большой труд преподносить эпос. Он очень емкий. И это большая работа. Если отклика нету, как бы нету и стимула преподносить дальше, поэтому напишите там в комментариях. Понятно вам, непонятно, интересно, неинтересно. Хотели бы вы еще услышать? Вот, и я бы мог выборочно какие-то образы преподнести. Допустим, вот раскрыть образ древа жизни, гиперборейское древо, Орлун, или по-разному оно называлось тоже в разных народах. Образ шаманок, удаганок, образ богатырей. Пока мы, видите, как бы Ниргуна пока приостановим, но очень же интересно, что его происхождение. Он рожден от крови божеств. То есть это божество. А взять предков славян, они ведь тоже от божеств произошли. И в древние времена были изображения этих божеств, от которых шли славянские рода. Просто все изничтожено. И это нужно собирать по капельке. А до конца вряд ли это все сейчас установишь. Это как-то должны прийти новые сказители, новые волхвы, чтобы все это восстановить. Благодарю вас за внимание. Оцените мое видео, напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, чтобы первыми видеть новые видео, новые темы воспринимать. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана».